нам все-таки сумел сегодня добраться уже, наверное, последний человек с коротким словом. Это лидер независимого крещенского движения из Татарстана, из города Елабуга, Игорь Уткин. Буквально несколько слов он нам в завершение тоже скажет. Послушаем его также внимательно, как и всех других докладчиков. Добрый вечер, братья и сестры. Я, конечно, очень коротенько скажу, потому что я вижу, что все торопятся, все устали. Ну, во-первых, я хочу просто представить книгу. Мой отец был кряшенским татарским писателем. И он при жизни выпустил 6 книг, 7-ю, 8-ю я выпустил уже после его смерти. И вот сегодня я привез сюда книгу, это перевод стихов его с татарского на русский язык. Здесь, значит, мы все собрали, все, что можно было собрать про него. И такое издание вот издали. Теперь несколько слов про Кряшин. Наше движение возникло в 1992 году. Я тогда тоже подключился к этому, но я подключился на фоне деятельности. Мы организовывали юбилей, мероприятия, связанные с днем рождения моего отца. И вот мы начали эти мероприятия проводить. Кряшинские отделения в Татарстане, в Елабуге, в Менделеевске, в Казани. И вот несколько слов про Кряшин я скажу. Официально к нам приезжало несколько делегаций, в том числе делегация Академии наук Российской Федерации. Там был академик Павел Иванович Клучков. В том числе приезжал в одной из экспедиций отец Даниил, был Кирилл Фролов, приезжал там. То есть, как бы, Кряшин со всех сторон изучали, рассматривали. И после этого, значит, можем сказать такую цифру. В Татарстане Кряшин проживает около 500-600 тысяч. В России Кряшин проживает около 1 миллиона. С учетом СНГ Кряшин проживает около 1,5 миллиона. Откуда у нас эти данные? В то время, когда мы вот в конце 2000-х годов это начали собирать информацию, мы нашли, что есть Национальный культурный центр Кряшин в Узбекистане, Национальный культурный центр Кряшин в Казахстане, и еще нашли мы, и там было не менее 5000 действующих членов. То есть мы знаем, что, допустим, в 60-х годах с нашей республики, вот, с нашего города, конкретно в Эстонию уехало очень много семей, и в том числе кряшинских семей, которые там поехали поднимать Прибалтику. То есть, вот мы поэтому говорим, что цифра 1,5 миллиона кряшин в СНГ, с учетом СНГ, это реальная цифра. Поэтому сколько людей, столько мнений. Я очень благодарен, что мне предоставили слово и заключительное слово. То есть Кряшины — это православный народ, который принял православие в 635 году. Это намного раньше, чем на Руси приняли православие. Ну, мы православие приняли несторианского толка. Вот. Мы разговариваем на татарском языке, но исповедуем православие. Вот кто такой кряшинский народ. Я один из его представителей. Спасибо.